Хей-хей, всем привет, зрители Ютуба, самые стойкие. Перед видео я хочу сделать небольшое объявление. Дело в том, что я перевожу свою деятельность на ВК-видео. Те люди, которые остались вот на Ютубе, наверное, меня потеряли, почему видосы не выкладываются. Если есть такие вопросы, просто вот переходите по ссылке внизу, там будет ссылка на мой канал, подпишитесь и буду рад. Также я хочу сказать то, что возобновил прием заказов на изготовление якутских ножей. Если интересно, тоже пишите в личку. Приветствую тебя, мой друг. Сегодня я хочу затронуть очень непростую тему, которая не давала мне покоя с самого детства. Тему Бога. Сразу скажу, что я не буду тут пытаться доказывать, есть Бог или нет. Когда досмотришь или дослушаешь это видео до конца, то ты поймешь, что этот вопрос не имеет вообще никакого смысла. В детстве, когда я спрашивал у людей, что такое Бог, кто-то ссылался на религию, кто-то на философию, кто-то на метафизику, кто-то вообще говорил, что не верит. Ни один ответ меня, конечно же, не устраивал полностью. Да, это были привычные, понятные объяснения, например, что Бог это любовь, что Бог создал все вокруг, что Он добр, и что Бог это вся вселенная и так далее. Но моя внутренняя логика не принимала их до конца. Все было каким-то чужеродным, что ли, не моим. Так и жил с этой неопределенностью. Не было времени задумываться об этом. Куда там Бога искать? Нужно было работать, да и вообще. Были дела поинтереснее. Но жизнь все-таки заставила меня задуматься на эту тему. Случился развод после 12 лет брака, и весь мой привычный мир рухнул. Я остался с разбитым сердцем и голой жопой в мире, где я уже не так молод и бесстрашен. Я впал в дикую депрессию, потерял всякий интерес к работе, к женщинам, да и к жизни в целом. Как бы я ни старался себя собрать заново, все сыпалось. Ходил к психологам, пытался вернуться к привычному образу жизни, но были ужасные откаты, алкоголь, полный тлен со вкусом пепла во рту. А все почему? А потому что я пытался построить нового себя на старых убеждениях. Новые уроки, новые навыки на старом, неполном фундаменте. А нужно было начать с самого главного – мировоззрения. Ведь от понимания мира зависит то, о чем и как ты думаешь. А от того, как ты думаешь, зависят твои действия. А действия, в свою очередь, строят твою судьбу. Сказать просто, конечно, поменять свое мировоззрение. Вот сделать, да, с этим проблемка. Я даже не знал, с чего начать, чтобы хоть какой-то порядок навести в голове. Мне нужно было полностью остановиться, выйти из этой гонки под названием «жизнь», не работать, не развлекаться, не залипать на видосы и вообще отстраниться от всего на несколько месяцев. И ответить себе на главные вопросы. Кто я такой? Зачем я здесь? Чего я хочу? Какой во всем этом смысл? И что для меня Бог? Я просто начал все расставлять по полочкам, как я и люблю. Вытащил тетрадь и начал записывать все мысли, желания, слабости, доводы, факты, не факты, размышления, чувства. Все, что связано с Богом. Все в одну большую хаотичную кучу. Все, с чем я соглашался, записывал на стикер и вешал на стену. А все, с чем был не согласен и где не видел какую-то логику, выкидывал. И через какое-то время я начал замечать ту самую заветную логическую цепочку в своих записях. И вот к какому итогу я пришел. Если совсем кратко, то Бог – это не сущность, это процесс. Все, точка. Расходимся.
Звучит слишком просто, не правда ли? Теперь давайте я попробую объяснить. Мне, конечно же, особенно близко якутское название бога. Айы Тангара. Когда ты говоришь якуту Айы Тангара, то мы понимаем бога. Но опять-таки, у всех якутов разные понятия бога. Кто-то говорит, что это солнце, кто-то говорит, что это вся окружающая нас природа. Сюда приплетается еще и пантеон богов, и мир духов. Сразу скажу, что я в разные сверхъестественные понятия особо не верю. Я так, чисто за логику. А при чем же здесь Айы Тангара? Мне очень нравится само словосочетание Айы Тангара. Если переводить дословно эти два слова, то будет Айы от корневого слова Ай, это глагол. Переводится как «сочини», «создай», «твори». А слово «айы» – это уже деепричастие. Слово переводится как «процесс создания чего-то нового», «процесс творения», процесс, который идет прямо сейчас. А слово «тангара» от корневого слова «танг» – это глагол. Переводится как «собери», «построй», «сооруди», «сотки», то есть «собери что-то из имеющихся материалов». А если соединить эти два слова, то будет процесс создания чего-то нового из имеющихся материалов. О, как сложно. Процесс создания нового из имеющихся материалов. Айы Тангара. А как это вообще можно понять? И что такое создание чего-то нового? Это, по сути, создание того, чего еще нет в природе, из того, что уже есть под рукой. Например, в начале времен создать элементарные частицы из вакуума и на протяжении многих-многих миллиардов лет перебрать все варианты взаимодействия этих частиц и образовать протоны, нейтроны, которые в свою очередь будут сгущаться и образовывать атомы. А эти атомы под воздействием гравитации будут образовываться в звезды, где с помощью термоядерного процесса из того, что есть, будут создаваться новые химические элементы. Потом эти звезды взрываются, эти элементы разлетаются по всему космосу, образуются наши планеты, и через бесчисленное количество взаимодействий потихоньку образуются все более и более устойчивые химические соединения, начиная от элементарных углеродных соединений до аминокислот, которые по сути являются уже кирпичиками для так называемой органики, биомолекул. А они в свою очередь путем эволюционирования создают первые органеллы, клетку и всю биосферу нашей планеты. Тут главное понять принцип, по которому эти элементы создают все более и более сложные структуры. А что такое создание? Попытаемся понять на самом базовом уровне. Процесс появления чего-то нового из того, что уже есть. Что нужно для этой операции? Ну, во-первых, нужен отдельный объект, то есть частица, атом, клетка или человек, неважно. Если есть объект, значит есть среда обитания этого объекта. Например, для частицы это вакуум, для атома электромагнитные поля, для клетки вода, а для животного мира это природа. Если есть отделение объекта от среды обитания, значит есть и взаимодействие с этой средой. Есть объект, есть память. Даже у элементарных частиц есть своего рода память. Память, конечно, не в привычном нам понимании, то есть кварк не будет вспоминать о том, что с ней было и так далее. У него память в виде фундаментальных физических законов и констант. Он помнит хотя бы свою форму, иначе он просто распался бы. Он помнит, как реагировать на взаимодействие с другими кварками и окружающей его средой. Эта память записана как слабое, сильное и электромагнитное воздействие. Для биомолекулы память – это уже цепочка ДНК и РНК. Чем сложнее становится система, тем больше объем памяти.
Чтобы понять это, просто сопоставьте свою память, память человека, с памятью клетки. Разница просто огромна. Такая же огромная разница будет между памятью электрона и атома. А какая функция у памяти? Например, если мы возьмем атом, для него память нужна для того, чтобы помнить и поддерживать свою структуру. То же самое для клетки, но для нее нужен гораздо больший объем памяти, потому что она находится в среде, где разных взаимодействий на порядок выше, чем у атома. Теперь вы видите логическую цепочку? Чем сложнее система, тем больше объем памяти. Но суть одна. С помощью памяти объект хранит информацию, необходимую для сохранения своей сути. Создается некая история отдельно взятого объекта, которая хранит в себе информацию о том, что было. А как объект получает эту информацию? С помощью агентов, более маленьких частиц, чем сам объект. Например, для атома агентом взаимодействия с окружающей средой является электромагнитное поле. Для химического элемента – электроны, для клетки – молекулы. Чем сложнее становится система, тем больше разных агентов влияет на объект, и тем больше становится сенсоров, органов чувств. Например, человек чувствует все вышеперечисленные агенты – гравитацию, электромагнитные поля, химический состав, вкус, цвет, запах и так далее. То есть, чем сложнее система, тем больше органов чувств, тем больше объема памяти требуется. С помощью памяти объект анализирует текущее состояние себя и внешней среды, сравнивая его с прошлым опытом, и на основе полученных результатов прогнозирует будущее. Операционная система, которая производит все эти операции, называется интеллект. Наличие интеллекта в статике ничего не значит. Интеллект функционирует только в динамике. А вся эта динамика, случайно она или нет, это и есть процессы создания чего-то нового из того, что уже есть. А по логике, изложенной выше, интеллектом обладает все, что мы видим и не видим. Мир не делится на живое или неживое. Объекты различаются между собой только масштабами и системной организацией. Жизнь везде. А какая разница, кто или как? Для меня замена «кто» на «как» снимает множество логических тупиков, мучивших меня с самого детства. Когда речь идет о Боге как о ком-то, мы застреваем в персонализации. Пытаемся создать некий образ в голове, а затем сталкиваемся с вопросами о его намерениях. Если есть какая-то сущность, значит он живет где-то там, и у него есть своя жизнь, значит и свои планы, в ходе выполнения которых он непременно будет вмешиваться. Появляются угодные и неугодные воли Бога, конфликты и все вытекающие последствия. Когда же мы спрашиваем не кто, а как, мы видим процессы, механизмы, от самых очевидных у нас перед глазами до самых невероятных, что нам еще предстоит изучать. А изучая какой-либо процесс, мы получаем обратную связь. Получая обратную связь, мы развиваемся. И не просто развиваемся, мы развиваемся в контексте всей окружающей нас действительности, адекватно, не отрываясь от реальности. Мы не становимся слепо верующими, мы становимся знающими. Чем больше процессов на разных уровнях мы начинаем понимать, тем детальнее и адекватнее планируем свое будущее. Бог, как процесс, это признание того, что сам ход мира обладает творческой силой. Формула создания нового из доступных материалов очень прагматична. Бери то, что есть, и делай шаг вперед. По-моему, так работает вся Вселенная, так работает жизнь. Эта работа и является Богом. А если Бог процесс, то смысл не награда, которую дает кто-то там, где-то там. Смысл то, что мы
совместно делаем. Прямо сейчас, в реальном времени. Этот смысл растет из наших действий, отношений, планов и ответственности за последствия. В этом понимании нет пассивного ожидания чуда. Есть только наша включенность в поток становления. Мы – продолжение творческой динамики мира. Теперь понимаете, почему вопрос «есть ли Бог?» теряет всякий смысл? Это все равно, что спросить, существует ли ходьба? Применять к нему критерии существования объекта некорректно. Самый важный смысл для меня – это то, что Вселенная усложняется, ускоряется, растет объем памяти, интеллекта, с этим растет способность прогнозировать будущее. Человек, как существо, наделенное наибольшей способностью прогнозировать будущее, мечтать, несет в себе ответственность за себя, за свое окружение, а затем и за весь мир. Когда я это осознал, я был в полнейшем шоке. Я даже не смог держать свои слезы, представляя миллиарды лет эволюции Вселенной, каждый атом, каждую клетку, через какое количество проб и ошибок прошли все эти сложнейшие системы, чтобы на Земле появился я, со своими проблемами, депрессией и чувствами, которые по сути являются всего лишь агентами взаимодействия с внешним миром. Из-за того, что я совершаю какие-то ошибки, я не теряю своей сути. Я живой. Я помню свою жизнь, у меня есть интеллект. И я могу придумать себе любое будущее, начать любую игру. Спасибо, что был со мной. Если мои мысли и слова чем-то тебя зацепили, поддержи это видео, поделись своими мыслями в комментариях. А если ты, как и я, прошел через процесс развода, чувствуешь, что твой мир рухнул, потерял интерес к жизни, да и в целом не видишь смысла во всем, что тебя окружает, то заходи на мой канал, где я делюсь своим опытом и практикой, как я сам выходил из этой непростой ситуации. Буду ждать тебя, друг. Ссылка в описании.